Обновление парка сельхозтехники – приоритетная задача правительства Кыргызстана, от решения которой зависит продовольственная безопасность страны. На полях до сих пор работают тракторы и комбайны, выпущенные в 70-е и 80-е годы прошлого столетия. Приобрести современную технику в условиях кризиса и нестабильности рынка крестьяне и фермеры не в состоянии. И это настоящая головная боль для министра сельского хозяйства Кыргызстана, перед которым поставлена задача по максимуму обеспечить страну зерном и овощами собственного производства. Сегодня сельскохозяйственный машинно-тракторный парк нашего государства на 80-85% физически изношен и не готов в полной мере проводить необходимые агротехнические мероприятия. Поэтому мы очень заинтересованы в коренном обновлении машинно-тракторного парка республики современной сельскохозяйственной техникой. Чиновники с интересом осматривают современные образцы сельхозтехники. Такие усовершенствованные машины и приспособления в Кыргызстан готова поставлять одна из немецких компаний. Экспозиция развернута на территории одного из крестьянских хозяйств, чтобы желающие могли не только полюбоваться на косилки и сеялки, но и увидеть их в действии. Фермер Евгений Мартынов, несмотря на определенные риски, залез в долги, но парк своего хозяйства обновил. Разница колоссальная. Машины безотказно работают целый день, выполняют большой объем работы и сжигают меньше топлива. Предприниматель уверен, что вложенные затраты быстро окупятся. Поняли, что нужно переходить нам на более качественную, более серьезную технику, которая, значит, с помощью которой, значит, повышается урожайность, повышаются, значит, уменьшаются сроки, значит. А это уже другое хозяйство, где средств на приобретение новой техники не нашлось. В разгар посевной гараж работал в авральном режиме. За счет машин, стоящих на приколе, поддерживали работоспособность техники, которая еще могла выходить в поле. Ремонт производился практически на ходу. Понятно, что в таких условиях сил и средств было затрачено много, а то, каким будет результат, еще неизвестно. Вот мосты стоят, карданы стоят, еще малые карданы стоят, еще поворотные эти стоят. Правительство сейчас решает вопрос о том, как помочь фермерам. Возможно, им будут предоставлены льготные кредиты, которые можно будет гасить, сдавая урожай государству. Такая схема для крестьян была бы наиболее удобна. Но реальных предложений или помощи от чиновников руководители этого хозяйства так и не получили. Мы последние 19 лет вообще ничего не можем купить, потому что они очень дорогие. У нас нет такой возможности, потому что наша продукция дешевле, чем техника. Поэтому у нас нет такой возможности купить новую технику. Вот, как видите, вот фон. Со старыми техниками восстанавливаем, работаем сами своими силами. Большинство крестьянских хозяйств так и выходит из положения своими силами. Если даже есть возможность взять технику в кредит, то проценты по нему отбивают всякую охоту.